Михаил Ефимович был арестован на самом пике своей литературной карьеры и отправлен на долгие 19 лет в лагеря. Родился он в семье обувщика. Отец отправил учиться сына в Ломоносовскую гимназию, но, к сожалению, вскоре скончался. Чтобы продолжить обучение, Михаил начал подрабатывать на заводе, где попал в компанию, из-за которой бросил учебу и по прошествии времени записался добровольцем в Красную армию. После демобилизации он устраивается уездным начальником милиции Тверской губернии. На столичных литературных конкурсах он занимал первые места. После отправился в Ленинград. В городе на Неве его уже знали. Михаила Ефимовича взяли на работу в журнал «Резец», и в 1932 году молодого автора приняли в Союз писателей СССР. В то время Михаил Ефимович первый раз оказался в Казахстане в составе геологической партии, которая искала медь. Жил он под Павлодаром. В дальнейшем написал об этом даже несколько очерков. Весной 1937 года он вернулся из своей поездки по Уралу и в ночь с 8 на 9 апреля был арестован органами НКВД. 10 длинных месяцев писатель просидел в ленинградской следственной тюрьме, в народе известной как «Шпалерка». К Зуеву следователь применял следующий метод допроса. Нещадно лупил по голове одним из томов большой советской энциклопедии. Последственный не сдавался, бумаг не подписывал, фамилий не указывал. Прибыв в Сибирь, он узнал, что постановлением тройки был приговорен к 10 годам заключения за контрреволюционную агитацию. После Колымы Михаил Ефимович сидел в Карлаге. Там встретил свою будущую жену, высланную из Ленинграда. Благодаря поддержке жены, после полной реабилитации в 1956 году Михаила Ефимовича восстановили в правах. Ему вернули членский билет Союза писателей СССР и снова стали печатать в столичных журналах. 1967 год был последним для Михаила Ефимовича. В декабре его не стало. В городе Караганда одна из улиц в районе Пришахтинска названа в честь отсидевшего